Глава 6. Ретро. Рождение и первая жизнь евразийства. Глава 6. Первая. Петр Савицкий, лидер ведущей тройки евразийцев. Начало переписки. Эпиграф. Евразийство не только нельзя считать отжившим учением, но наоборот, его надо считать находившимся в состоянии временного анабиоза с самыми благоприятными и обнадеживающими перспективами. Ильин. Выйдя из Омлага, Л.Н. начал интенсивно работать, уточняя, завершая, развивая то, что было сделано в нечеловеческих условиях, что привезено было в самодельных чемоданах с Востока. Работая в Эрмитаже, он познакомился с историком из ЛГУ, профессором Гуковским. Матвей Александрович, как и уже упоминавшийся его брат Григорий, тоже сидел. Он попал в лагерь по так называемому Ленинградскому делу. Будучи виновен только в близком знакомстве с ректором Вознесенским, сидел Гуковский в мордовском лагере вместе с одним из основателей евразийства Петром Савицким. Там они познакомились и подружились. Матвей Александрович дал Гумилеву адрес Савицкого в Праге. 10 лет мы переписывались, рассказывает Гумилев. А когда я приехал в Прагу на археологический конгресс в 1966 году, он встретил меня на вокзале. Мы несколько раз встречались, долго гуляли. Он рассказывал о пережитом. Примечание. Письмо Л.Н. Абросову. 24 сентября 1955 года. Мера. 1994 год. Номер 4. Страница 131. Конец примечания. Вот об этой переписке, об адресате Л.Н. стоит рассказать подробнее. Мне лишь бегло удалось познакомиться с письмами из Ленинграда в Прагу. Да и сохранилось-то их немного. Поначалу это были письма робкого ученика к учителю, но затем постепенно они выходили на один уровень с письмами из Праги. Стоит обратить внимание на любопытную деталь. Л.Н. и в 60-е годы все еще чего-то опасался. Он уже не боялся писать в Прагу. Братская Чехословакия. Шли его деловые письма во Францию, но воздерживался писать в США, где в Ельском университете работал профессором второй из так называемых отцов евразийства Георгий Вернадский. Письма и статьи из Ленинграда достигали США обходным путем, сначала до Праги, затем уже в чешском конверте от Савицкого к Вернадскому, а обратно, тоже через Прагу, они достигали коммуналки на Московском проспекте. Правда, в 60-е годы, в разгар так называемой «холодной войны», не все было так просто, и на другом конце образовавшейся связи, в США, Савицкий сообщал Л.Н. в апреле 1961 года: «Две новейших ваших статьи сразу же мной ему, Вернадскому, посланные, еще до него не дошли. Их сверхвнимательно изучает американская цензура, как они того заслуживают». Все статьи и редкие в ту пору книги Л.Н. отправлялись в 2 экземплярах. Ему очень были нужны отзывы так называемых отцов. «Очень вас прошу прислать отзывы на отдельных листах, дабы я мог их приложить для редакционных советов», писал Л.Н. Савицкому 3 декабря 1956 года. Письма Савицкого сохранились в ленинградской квартире Льва Николаевича, видимо, почти полностью. Примечание. Письмо Л.Н. Абросову 5 июня 1955 года. Конец примечания. Они-то и заслуживают самого большого внимания, ибо это куда более живая, чем любая статья или книга, очень дружеская
и сверхоткровенная дискуссия двух эрудитов, увлеченных кочевниковедением. Им было что рассказать друг другу. Оба почти одновременно вышли из лагерей. У обоих был гигантский отложенный спрос на научное общение, прямо-таки голод по разговору со специалистом одного уровня. А поначалу еще и просто желание узнать детали о коллеге. «Я страшный хронографист», замечает Савицкий в одном из первых писем 1956 года. «Хочу знать, какого вы года рождения». А в другом письме от 8 декабря 1956 года Петр Николаевич совсем по-детски просит Л.Н.: «Если вас это не затруднит, пожалуйста, пришлите мне вашу фотографию. Мне было бы страшно интересно на вас посмотреть. Меня вам может описать Матвей Александрович Гуковский». Кто же такой Петр Савицкий? Почему так трагично перекрестились их с Л.Н. судьбы? Почему они оказались так интересны, так нужны друг другу? А главное, что взял от евразийства и своего коллеги Л.Н., сам уже давно работавший на евразийство? Петр Николаевич Савицкий родился в 1895 году, то есть был старше Гумилева на целых 17 лет. Это много, и страшно много в пору стремительных изменений и коллизий. Когда Лев Гумилев еще не ходил в школу, Петр Савицкий в своих географических исследованиях пришел к выводу, который постарался выразить в построении системы евразийской географии в 1920-х годах. Примечание. Савицкий в борьбе за евразийство. В сборнике «30-е годы. Утверждение евразийцев», 1931 год, страница 22. Конец примечания. Когда же маленький Лев пошел в железнодорожную школу провинциального Бежецка, Петр Савицкий уже был отсечен от России революционным ураганом. Он родился на Украине в дворянской семье. В одном из писем к Гумилеву сам П.Н. прислал свое стихотворение «Бутовичевка» с таким примечанием к названию: «Родовое гнездо Савицких, к северу от города Никополя, в самом центре царской Скифии». Вернадский называл местом рождения Савицкого Чернигов, но, видимо, П.Н. знал лучше. В 1913-1914 годах Савицкого занимала украинская тематика. Вместе с известным историком Украины Моздалевским они написали книгу «Чернигов. Очерки искусства старой Украины». Примечание. Письмо Савицкого к Гумилеву. 15 января 1957 года. Ничтожная часть писем опубликована в книге «Гумилев. Ритмы Евразии. Москва. Экопрос. 1993 год. Конец примечания. Учился Савицкий в Петербурге. Окончив перед революцией знаменитый политехнический институт, он стал секретарем посланника при российской миссии в Христиании, Норвегии. Все, казалось бы, гарантировало обеспеченное и безбедное будущее, перспективная и новая тогда специальность экономика географа, блестящее знание языков, английского, немецкого, французского, норвежского, налаживающиеся связи в научном и дипломатическом мире. Революция сломала все планы. Маршруты Савицкого в 1917-1920 годах были типичны для большей части русской эмиграции. Юг, добровольческая армия Деникина, Крым, правительство Врангеля. Савицкий был помощником министра иностранных дел Петра Струве, затем Галлиполи, София и, наконец, Прага, русские Афины, принявшие значительную часть эмиграции из России. В воспоминаниях Алексеева, одного из видных евразийцев,
есть любопытное объяснение того, почему чешское правительство в ту пору широко помогало русским эмигрантам. Дело в том, что отряд чешских легионеров, застрявших в силу революции в России, при отступлении своем с Волги на Владивосток, в Казани нашел часть золотого запаса русского казначейства. Говорят, целый вагон русского золота. Захватив вагон с собой, чехи увезли также и немало другого русского имущества. Это золото послужило основанием для образования в Праге чешского легиобанка. Бенеш был убежден, что большевизм не продержится в России более 5, самое большое 10 лет. Он полагал, что воспитанная в Чехословакии русская молодежь вместе с их профессорами вернется в Россию и послужит там закваской для образования нового демократического государственного строя. Примечание. Цитируется по книге Пашуто «Русские историки-эмигранты в Европе». Москва. Наука. 1992 год. Страницы 211-212. Конец примечания. На самом деле для эмигрантов было не все так радужно. Насильственное разъединение с Россией стало для многих из них трагедией. Вместе с тем оно открыло глаза на многое, что затуманивалось при, так сказать, нормальной жизни на Западе, под защитой дипломатического представительства великой страны. Савицкий рассказывал Л.Н., когда они увидели, как по-хамски с ними обращаются на Западе те же союзники в Галиполи, то поняли, что им надо искать искренних друзей в другом месте. Примечание. Начало. 1992 год, номер 4, страница 16. Конец примечания. В 1928 году Савицкий писал своему другу: огромное значение имело вживание в исторический образ Европы. То, что было неясно посетителю, стало ясно жильцу. Иноприродность по сравнению с русскими тех начал, из которых выросла и которыми поныне определяется историческая жизнь Европы. Примечание. Евразия. Народы, культура, религия. 1993 год, номер 1, страница 37. Конец примечания. Савицкий знал, что говорил. Он побывал почти во всех европейских столицах. Знание Европы стало базой для одной из генеральных линий исследований Савицкого: Европа-Россия, Европа-Азия и еще шире Запад-Восток. Русская интеллигенция в Европе жила в условиях катастрофического мироощущения. Трубецкой с постоянной тревогой о судьбах России, а лучшая ее часть с сознанием обреченности белого движения жила в поисках идеи силы. Евразийство было попыткой осмысления русским национальным сознанием факта русской революции. Примечание. Евразийский временник. Берлин, 1923 год, страница 67. Конец примечания. Евразийство хотело и надеялось стать стержневой идеологией русского народа. Формальной датой его рождения принято считать 1921 год. Выход в Праге сборника статей «Исход к Востоку», «Предчувствие и свершение», «Утверждение евразийства». Примечание. Савицкий сообщал Роману Якобсону в письме от 7 августа 1930 года, что имя Евразии, применительно к российскому миру, пришло ему в голову осенью 1919 года, когда он выздоравливал от брюшного тифа в Полтаве. Конец примечания. Основатели этого направления отмечали, что евразийство есть идеология, находящаяся на пересечении двух планов – отвлеченного мышления и конкретного видения. Мы метафизичны,
писали евразийцы, и в то же время этнографичны, географичны. Кто эти «мы»? Вопрос очень важный, так как разные определения круга евразийцев давали возможность всякого рода спекуляциям, особо в период раскола и, так сказать, угасания движения в 30-е годы. Еще в 1925 году Трубецкой писал: «Людей, именующих себя нашими, чрезвычайно мало. Человек 70 в Берлине, десятка-полтора в Вене, с десяток в Риме и отдельные единицы в других пунктах. В общем, немножко больше 100, а из них настоящих не больше трети. Это по самому максимальному расчету». Примечание. Цитируется по сборнику «Евразия. Исторические взгляды русских эмигрантов». Москва, 1992 год, страница 155. Конец примечания. В этом отношении важно определить твердое и основное, так сказать, ядро евразийства, его главных и последовательных идеологов. Оно, как мне представляется, состояло из трех выдающихся ученых: Савицкого, Вернадского, 1887-1973 годы, и князя Николая Трубецкого, 1890-1938 годы. Основные работы Вернадского, опубликованные в последние годы: «Древняя Русь», «Тверь-Москва», 1996 год, «Киевская Русь», «Тверь-Москва», 1996 год, «Монголы и Русь», «Тверь-Москва», 1997 год, «Россия в средние века», «Тверь-Москва», 1997 год, «Русская история», Аграф, Москва, 1997 год, «Московское царство», том 1, 2, Тверь-Москва, 1997 год. Работы Трубецкого опубликованы в сборнике «История, культура, язык», Москва, Прогресс, 1995 год. Ведущая тройка, безусловно, выделялась даже на блестящем фоне крайне ярких личностей, входивших в евразийство. А это было созвездие ученых высшего класса, специалистов во всех важных для разработки их концепций науках. Вот перечень этих имен. Георгий Флоровский, 1893-1979 годы. В ту пору молодой философ. Был одним из основателей евразийства, автором статьи в «Исходе к Востоку». Позже выдающийся историк церкви и богослов. С 1948 года профессор и декан Свято-Владимирской духовной академии в Нью-Йорке. Петр Сувчинский, 1892-1985 годы. Один из авторов «Исхода к Востоку». Талантливый эссеист, критик, музыковед. Яркая творческая личность. Друг Пастернака, Прокофьева, Стравинского. Основатель русско-болгарского издательства в Софии, в котором вышла первая книга евразийцев. Николай Алексеев, 1879-1964 годы. Профессор, идеолог правовой и политической программы евразийцев, давший формулу третьего пути: ни социализм, ни капитализм. Специалист по философии государства и права. Лев Корсавин, 1882-1952 годы, профессор, до революции был ректором Петербургского университета, известный медиевист и ведущий религиозный мыслитель евразийства. В 30-х годах возглавил семинар в Кламаре, Франция, подготовивший пробольшевистское течение в евразийстве. Дальнейшая судьба его была трагична. В конце войны он был арестован в Вильнюсе и погиб в концлагере в Абези, север СССР. Роман Якобсон, 1896-1982 год. Профессор, филолог с мировой известностью. Обосновал концепцию своеобразного языкового союза
выделяющего Евразию на мировой, так сказать, филологической карте. Не надо думать, что несколько мрачные оценки Трубецким числа, так сказать, истинных евразийцев говорят о некоем провинциализме или маргинальности всего движения. Никоим образом. Во-первых, сеть евразийских ячеек в ту пору далеко выходила за пределы Евразии, простираясь от Англии на западе, естественно, включая Париж, Берлин, как центры русской эмиграции, до Харбина, главного центра русской эмиграции в Китае, на востоке. На западной периферии самой России безусловным очагом евразийства стала Эстония. Примечание. Исаков. Русские в Эстонии. 1918-1940 годы. Тарту. 1996 год. Страницы 128-129. Автор отмечает, что идеи евразийства стали получать распространение в Эстонии среди более образованных слоев местного русского общества уже в 1920-е годы, а первым органом русской прессы в Эстонии, утверждавшим идеи евразийства, была выходившая в Таллине в 1927-1928 годах еженедельная независимая национальная газета «Рассвет». Конец примечания. Во-вторых, даже когда евразийство уже было не на взлете, выступления его лидеров в Европе собирали огромную аудиторию. Недружественный к евразийству анонимный автор в парижском эмигрантском журнале свидетельствует, что на выступлении Савицкого в Белграде 1926 год собралось до 3000 евразийствующих, которые горячо приветствовали его аплодисментами. Примечание. Евразийцы и Трест. Возрождение. Тетр. 1953 год. Париж. Страница 121. Конец примечания. Вернемся к Петру Савицкому. Это крупный экономико-географ по образованию, кочевниковед, как он любил себя называть, и первый русский геополитик, как мы законно можем его назвать. Примечание. Еще в 1967 году зарубежный исследователь евразийства профессор Рязановский, США, отмечал, что, основывая евразийство, он, то есть Савицкий, создал собственную геополитическую теорию. «Звезда», 1995 год, номер 2, страница 41. Сейчас это стало общепризнанным в кругу людей, профессионально занимающихся геополитикой. В 1997 году, наконец-то, в России вышел сборник трудов Савицкого «Континент Евразия». Москва, Аграф, 1997 год. В послесловии, к которому Дугин справедливо именует его первым русским геополитиком в полном смысле этого слова. Страница 444. Хотелось добавить, что некоторые взгляды Савицкого и черты его биографии, очень нестандартные, как мы увидим дальше, были отмечены в книге Гумилева «Ритмы Евразии», Москва, Экопрос, 1993 год. А определение «первый русский геополитик» было заголовком статьи автора этой книги, статьи, опубликованной еще в 1995 году в малотиражном журнале «Региональная политика». Номер 1, 7, Санкт-Петербург. Конец примечания. Необходимо заметить, что само понятие геополитика обладает некоторой двойственностью. За ним кроется и наука, и конкретная политическая деятельность. Так, Петр I был, конечно, геополитиком-практиком. Савицкий находил геополитические мотивы еще в слове о полку Игореве. Следствием нашего небрежения к своей собственной истории и науке стало то, что все отцы геополитики будто бы прописаны только на Западе. Это немец Рацель, швед Челлен,
автор самого термина геополитика, англичанин Маккиндер и, наконец, это исчадие ада, гитлеровский генерал Хаусхофер. Несколько слов необходимо сказать о последнем. Мы уже отмечали, что это весьма сложная фигура, но стереотипы давних времен устойчивы. Можно, конечно, и дальше именовать его гитлеровским генералом, но он стал генералом в Первую мировую войну, которую будущий фюрер закончил ефрейтором. Можно именовать его и учителем Гитлера, и чуть ли не соавтором «Майн кампф». Но Хаусхофер был на самом деле учителем Гесса и поплатился за это отсидкой в гестапо после таинственного бегства ученика в Англию. Можно, наконец, перечислять посты, занимаемые Хаусхофером в 30-е годы. Президент Германской академии наук и так далее. Однако, тогда надо добавить, что он лишился их уже в 1937 году. Сын его, Альбрехт Хаусхофер, был казнен в берлинской тюрьме Моабит после покушения на Гитлера 20 июля 1944 года. И самое интересное, по своим геополитическим взглядам Хаусхофер был весьма близок к евразийцам, ратуя до 1941 года за союз Германия, СССР, Япония, относя последнюю по духу к континентальным державам. Трудов Хаусхофера в наших библиотеках почти не было, если и попадались, то в спецхранах. Однако одна книжка, видимо, имела необычную судьбу. Ее нашли в Русском географическом обществе и не в библиотеке, а за шкафом. На титульном листе стоял штамп «Зенитный полк номер 1». Самое интересное, что эта книга вышла в 1941 году и, видимо, за несколько недель до нападения на СССР. Любопытен и немалый тираж – 25 тысяч. Книга, казалось бы, далека от евразийских сюжетов, ибо называется «Япония создает свою империю». Хаусхофер Карл, Japan baut sein Reich, Берлин, 1941 год. Тем не менее, там есть поистине удивительные слова. Евразийская политика вместе с Японией и Советским Союзом – высочайшее веление времени. Может быть, именно эти слова, больше всех других деяний генерала, обусловили полное его отключение от всех властных структур Третьего рейха. Своеобразным парадоксом стало то, что в России не знали не только западных мыслителей, но и выдающиеся фигуры русской науки и политики Савицкого, тогда как он был известен в остальном мире. Автор, нашумевшей в 90-х годах статьи «Столкновение цивилизаций», 1993 год, профессор Гарвардского университета Сэмюэль Хантингтон отмечал характерную для русской общественности новоприобретенную популярность идей Савицкого. Примечание. Полис, 1994 год, номер 1. Конец примечания. Если бы так было. Необходимо заметить, что единственная диссертация и монография, посвященная евразийству до 80-х годов, была написана и защищена в ФРГ Отто Бессом в Висбадене в 1961 году. Босс Отто Die Lehre der Europäer, Висбаден, 1961 год. Когда у нас и слова евразийства не знал никто, кроме сверхузкого круга специалистов. Говоря о своих ближайших единомышленниках, Трубецкой называл их союз хоровой личностью тройки, людей ни в чем в основном никогда друг с другом не спорящих. Они сохраняли эти отношения до конца жизни. Трубецкой, правда, умер рано, в 1938 году, а Вернадский еще в 1927 году уехал в США, но оттуда он активно переписывался с Савицким вплоть до смерти последнего, последовавшей в 1968 году. Есть еще одна,
правда парадоксальная, причина выделения этой тройки. Обвинения в адрес движения в сотрудничестве с большевиками, чуть ли не с ГПУ НКВД. Начало этому было положено известным в свое время и довольно тенденциозным романом Никулина об операции «Трест», а продолжение следует вплоть до 90-х годов. Янов. В действительности эти обвинения касались лишь второстепенных авторов евразийцев. В отличие от Никулина, коллизии евразийцев в годы операции «Трест» очень объективно и на основе большого архивного материала описываются Рыбасом и Таракановой в историческом романе «Похищение генерала Кутепова». Примечание. Наш современник, 1993 год, номера 1, 2. Конец примечания. И все-таки даже в этой выдающейся тройке Савицкий особо выделяется своей верностью евразийству. Будучи председателем Евразийского комитета до 30-х годов, он взвалил на свои плечи всю организаторскую работу, постоянно находясь в переездах между европейскими столицами. Кроме того, он был главным идеологом евразийства, давшим имя новому направлению. Он заразил других лидеров евразийства геополитическим подходом. Показательно, что один из критиков евразийства, историк Кизеветтер, называл Савицкого шефом евразийства. Примечание. Цитируется по «Евразия. Исторические взгляды русских эмигрантов. Москва. 1992 год. Страница 23. Конец примечания». С этим определением не расходятся и современные оценки. Примечание. Савицкий, континент Евразия. Москва, 1997 год, страница 10. Конец примечания. Многократно, а особо в конце 20-х, начале 30-х годов, Савицкому в одиночку приходилось парировать многочисленные и все более злобные нападки на евразийство с самых разных сторон. И он делал это с огромным искусством и публицистическим блеском. Его стихия – предисловие к новым сборникам. Особо содержательна такая передовица в книге «В борьбе за евразийство», 1931 год. Теперь следует сказать несколько слов о критике евразийских взглядов, тем более, что она удивительно похожа на современную. В антиевразийском фронте эмигрантской печати особо выделялись правые, призывавшие сделать из евразийцев секомых, выставить их листовки на позор, а их самих пригвоздить. Известная Зинаида Гиппиус так говорила о смене вывесок СССР на Евразия. Мы уж знаем, что за вывесками осталось бы тоже, лишь обозначенное другими буквами. Вместо ЧК положим ДУ, добровольное добродетельное учреждение, или БП, благое попечительство и так далее. Но в отношении церкви перемена будет поглубже, поядовитее, из помехи, из гонимой, предполагается, украсив приятными словами, возвести ее в чин служащей порядка не коммуно-большевицким, а евро-большевицким. Примечание. Последние новости. 2 марта 1927 года. Конец примечания. Вспомним Янова, эмигрантскую русскую мысль, малоизвестного господина Сендерова и других. Не правда ли? Все, оказывается, уже было. И давно. Другой известный и, в общем-то, уважаемый персонаж русской истории начала века, Шульгин, считал, что евразийство есть вид злости. Савицкий парировал: не из злости родилось евразийство. Хорошо или плохо, евразийство есть выражение воли к созиданию и творчеству. Примечание. Возрождение.
16 декабря 1926 года. Сборник «30-е годы. Утверждение евразийцев», 1931 год, страница 21. Конец примечания. Доставалось евразийству и от либеральной части эмиграции. Милюков, выступая в Праге в 1927 году, говорил, что оно родилось в результате внешнего поражения и внутреннего разгрома, когда в русском обществе усилились национализм и вражда к иностранцам. Примечание. Руль. 8 января 1927 года. Конец примечания. Савицкий ответил Милюкову стихотворением, в котором есть такие строки. «Ты враг, ты недруг евразийства, отсталость, вот Руси закон, все прочее плоды витийства и самый пустозвонный звон». Примечание. Востоков. Стихи. Париж, 1960 год. Страница 261. Конец примечания. Куда злее эти мысли выражал некий Чебышев. Евразийство, по его словам, порождение эмиграции. Оно подрумянилось на маргарине дешевых столовок, вынашивалось в приемных в ожидании виз, загоралось после спора с консьержкой, взошло на малой грамотности, на незнании России теми, кого революция и беженство застали подростками. Примечание. Возрождение. 16 февраля 1927 года. Конец примечания. В злобной критике евразийцев почти все было неправдой. И не в эмиграции зародились основные их мысли. Так, статья Вернадского «Против солнца», распространение русского государства к Востоку, была напечатана в России еще в 1914 году, а первые работы Савицкого появились в русской мысли в 1915 году. Примечание. Подробнее об этом в интересной статье Натальи Алеврас «Начало евразийской концепции в раннем творчестве Вернадского и Савицкого». Вестник Евразии, 1996 год, номер 1, в скобках 2. Конец примечания. Нелепо было говорить и о так называемой малой грамотности отцов евразийства. Каждый из них стал известным в мировой науке еще до рождения евразийства. Глава 6, 2. Трудные поиски идеи силы. Эпиграф. Русскому мышлению столь же чужды категории западного мышления, как последнему категории китайского или греческого. Шпенглер. Евразийская позиция – это третий путь. Ни большевизма, ни царизма, или, согласно современному автору, консервативная революция. Примечание. Дугин. Евразийский триумф. Послесловие к книге «Савицкий. Континент Евразия». Москва, 1997 год, страница 437. Конец примечания. На мой взгляд, самое главное, коренное отличие евразийцев от всех других сил эмиграции состояло в том, что судьба страны для них важнее судьбы режима. Казалось бы, они ближе всего к славянофилам, но Бердяев обличал их в том, что они не верны русской идее, порывают с лучшими традициями нашей религиозно-национальной мысли. Они делают шаг назад по сравнению с Хомяковым и Достоевским, и в этом они духовные реакционеры. Примечание. Путь. Париж, 1925 год, номер 1. Конец примечания. Еще резче о евразийцах писал Кизеветтер. Нам важно установить глубокую бездну между славянофильством
и евразийством. У славянофилов было то, что поднимало народную гордость, предназначение своего народа. Нам же евразийцы говорят о племенной национальной гордости, когда полагают, что Россия – отпрыск Чингисхана. Примечание. Евразия. Исторические взгляды русских эмигрантов. Страница 21. Конец примечания. Простенькая логика. Если вы не за славян – плохо. Еще хуже, если вы за родство России и монголов. По-вашему, Москва выросла и укрепилась по приказу хана, значит, нам с вами не по пути. И кого это я, Кизеветтер, обучал истории в Московском университете? Савицкого? Стыдно. Примечание. Евразия. Исторические взгляды русских эмигрантов. Страницы 23-24. Конец примечания. Мир русской духовности, они, евразийцы, противопоставляли миру западников и критиков первой половины XIX века, а позже миру Добролюбова, Писарева, Михайловского, большевиков. Примечание. Савицкий. Два мира. В книге Савицкий «Континент Евразия». Москва, 1997 год. Страницы 113-114. Конец примечания. Антизападная линия и критические оценки западной демократии сближали их со славянофилами. Не случайно за рубежом евразийцев называли славянофилами эпохи футуризма. Примечание. Ключников. Русский узел евразийства. Наш современник. 1992 год, номер 3, страница 175. Конец примечания. Но славянофилы недооценивали экономических факторов, не понимали необходимости сильного государства. Савицкий отмечал и другое. Славянофилы недооценивали своеобразие отдельных славянских народов. Поляки и чехи, писал он, в культурном смысле относятся к западному, так сказать, европейскому миру, составляя одну из культурных областей последнего. Примечание. Евразия. Исторические взгляды русских эмигрантов. Москва, 1992 год. Страницы 167-169. Конец примечания. Все это настолько ясно в 90-х годах, через 70 лет после этих замечаний евразийца, что противоположные идеологически Гумилев и Хантингтон считают так же. Евразийцев тогда не просто не любили, их ненавидели. Иван Ильин писал о грядущем Урало-Алтайском Чингисханстве, а Струве, учитель Савицкого в былые петербургские годы, называл евразийцев стервецами, злобно добавляя, что главнейшим азиатским даром для судеб России была монгольская рожа Ленина. Примечание. Цитируется по Савкин, Козловской, Евразийское будущее России. Ступени, 1992 год, номер 2, страницы 112-113, конец примечания. Вот что произошло через десяток лет после этих перманентных препирательств. Шел очередной диспут в Белграде, где Струве заявил, что настоящий враг находится не на Востоке. Речь шла об обострении отношений СССР и Японии и не на Западе, а в России. Любопытно, что выступивший вслед за ним внук Льва Толстого И.И. Толстой напомнил, что Струве
говорил такие же слова в дни русско-японской войны. «Что же?» — спросил он. «Наш настоящий враг всегда, во все времена находится именно внутри России». Примечание. Кожинов. Историософия евразийцев. Наш современник, 1992 год, номер 2, страница 142. Конец примечания. Евразийцы отличались тем, что не считали революцию абсурдом, случайностью и концом русской истории. Конструктивное отношение евразийцев к русской революции – главное отличие между ними и другими группировками русских эмигрантов. Примечание. Рязановский. Возникновение евразийства. Звезда. 1995 год. Номер 2. Страница 35. Конец примечания. Сказать нечто подобное словам Струве не мог ни один из лидеров евразийства. При всех условиях они были за Россию. Вместе с тем евразийская концепция имела глубокие корни в русской и мировой историографии. Это, прежде всего, опора на Данилевского, который считал, что прогресс – это возможность исходить поле истории во всех его направлениях. Примечание. Данилевский. Россия и Европа. Москва. 1991 год. Страница 34. Конец примечания. Подобные мысли развивали и евразийцы, противопоставляя, так сказать, общечеловеческому, национальное, всеобщему, отдельное, индивидуальное. Параллельно с работами евразийцев на Западе появилась сенсационная тогда книга Шпенглера «Закат Европы», 1918 год, направленная против европоцентризма, говорящая об упадке германо-романской цивилизации. Эти идеи смыкались с тем, что гораздо раньше отмечал Данилевский. Например, такую черту германо-романского менталитета, как насильственное навязывание своего образа жизни и образа мыслей другим. Из русских авторов, работавших параллельно с евразийцами, Савицкий выделял Всеволода Иванова, который, защищая их, писал: «Движение евразийцев должно быть приветствуемо всеми любящими свою страну русскими людьми. Из их исследований веет душистостью степей и пряными запахами Востока. Они правильно вносят поправку в дело славянофилов, ища на Востоке того, чего не хватало Аксакову, Хомякову, Константину Леонтьеву, чтобы обосновать наше отличие от Европы. Только перетряхивая с полным пересмотром историю Востока, найдем мы самих себя». Примечание. Иванов. Культурно-исторические основы русской государственности. Харбин, 1926 год. Конец примечания. Но то, что научно, чаще, увы, сухо научно, формулировалось в кабинетах ученых России или в эмигрантских листках Софии, Праги, Берлина, становясь достоянием очень узкого круга элиты, спонтанно выплескивалось в романах и поэмах лидеров так называемого Серебряного века. Видимо, идеи евразийства носились в воздухе. Это отмечал и Трубецкой в 1921 году в одном из писем Якобсону. Примечание. Цитируется по Рязановский «Азия глазами русских» в сборнике
в раздумьях о России, XIX век. Москва, 1996 год. Страница 415. Конец примечания. Примеров такого, так сказать, опережения много. В 1912 году Велимир Хлебников заявил: «Я знаю про ум материка, нисколько не похожий на ум островитян. Сын гордой Азии не мирится с полуостровным рассудком европейцев». Примечание. Хлебников. Собрание произведений в 5 томах. Ленинград, 1933 год. Том 5, страница 179. Среди его произведений есть и такие, так сказать, противоевразийские, как Хаджи Таркан. Конец примечания. Он не мог читать книгу Шпенглера, появившуюся на десяток лет позже. Не читал он, конечно, и сугубо научной статьи Маккиндера 1904 года. У Андрея Белого в его знаменитом Петербурге речь идет о российской столице в 1905 году, о насилии и ужасе, но уже доминируют, так сказать, азиатские мотивы, в частности, всадники Чингисхана. Еще ярче этот мотив присутствует в блоковских скифах. «Миллионы вас, нас, тьмы и тьмы и тьмы, попробуйте сразитесь с нами. Да, скифы мы, да, азиаты мы, с раскосыми и жадными очами». Эпиграфом к этому стихотворению Блок взял слова Владимира Соловьева, 1853-1900 годы. «Пан монголизм, хоть имя дико, но мне ласкает слух оно». Русские скифы по Александру Блоку держали щит между двух враждебных рас – монголов и Европы. Характерно, что предисловие к блоковским 12 в российско-болгарском издательстве в Софии написал евразиец Сувчинский. В 1916-1918 годах в России развелось движение, называемое «скифы», связанное со школой символистов, возглавлявшееся критиком Ивановым Разумником. Не значит ли это, что первые импульсы евразийства шли из Серебряного века? Кто мы? Европа или Азия? Было вопросом номер 1. Ответ евразийцев: Россия есть не только Запад, но и Восток. Не только Европа, но и Азия, и даже вовсе не Европа, а Евразия. Савицкий пояснял: Франция есть часть Европы. Россия же составляет континент в себе, в определенном смысле равноправный Европе. Примечание. Савицкий «Поворот к востоку». Цитируется по книге Савицкий «Континент Евразия». Москва, 1997 год, страница 137. Конец примечания. Россия – это государство-материк или государство-мир. Примечание. Чиидзе. Лига наций и государства-материки. Евразийская хроника, 1927 год, страница 37. Конец примечания. Это многообразный, очень многоплановый тезис. Евразийцы здесь не новаторы. Всякое новое, хорошо забытое старое. Еще Пушкин писал, что Россия никогда ничего не имела общего с остальной Европой, что история ее требует другой мысли, другой формулы, чем мысли и формулы, выведенные Гизотом из истории христианского Запада. Неожиданно? Да,
резко. Да, крайне резко, но неожиданно только если мы никогда не задумывались над знакомыми с детства словами. Природой здесь нам суждено в Европу прорубить окно. Но значит, Россия не Европа. Иначе зачем прорубать туда окно? Не только Пушкин в ту пору осознавал это. Типично, так сказать, евразийский лозунг «России надо овосточиться» выдвинул в 1836 году при жизни поэта его знакомый Владимир Титов, любомудр, литератор и дипломат. А через год Андрей Краевский в статье «Мысли о России», почти дословно предваряя евразийцев, писал, что страна наша не Азия и не Европа, а нечто третье, срединное и самостоятельное. Поэтому существует мнение, что евразийство могло бы считать себя не младше младших славянофилов, а старше старших. Примечание. Цитируется по Хорунжий. Русь, Новая Александрия. Страница из предыстории евразийских идей. Начало. 1992 год. Номер 4, в скобках 6, страница 17. Конец примечания. Все это прорывалось тогда и на официальном уровне. В письме-отчете Адоевского ее императорскому высочеству Марии Павловне, поданном в 1858 году, были такие слова: «Иностранец, самый правдивый, самый добросовестный, самый ученый, никогда не поймет Россию, ибо иностранцы все русские события меряют на свой масштаб, руководствуясь своей теорией, своими этнографическими наблюдениями, или меряют нас на масштаб азиатский. Но наш масштаб ни западноевропейский, ни азиатский, но свой». Примечание. Архипов. Веймарские находки. Москва. Номер 6, 1996 год. Страница 168. Конец примечания. Многократно выходил на эту тематику «Россия, Европа» Федор Михайлович Достоевский. В своих дневниках он писал: «Итак, вот что значило перемолоться из русского в настоящего европейца, сделаться уже настоящим сыном цивилизации. Замечательный факт, полученный за 200 лет опыта. Вывод тот, что русскому, ставшему действительным европейцем, нельзя не сделаться в то же время естественным врагом России. Того ли желали те, кто прорубал окно? Русскому ни за что нельзя обратиться в европейца, оставаясь хоть сколько-нибудь русским. А коли так, то и Россия, стало быть, есть нечто совсем самостоятельное и особенное, на Европу совсем не похожее и само по себе серьезное». Примечание. Достоевский. Собрание сочинений. Санкт-Петербург. Наука. 1994 год. Том 13. Страница 203. Конец примечания. В другом месте Достоевский писал о Европе и России следующее: «Враждебность к нам и Европы, отвращение ее от нас, как от чего-то противного, отчасти даже некоторый суеверный страх ее перед нами и вечный, известный давнишний приговор ее о нас, что мы вовсе не европейцы». Примечание. Достоевский. Собрание сочинений. Санкт-Петербург. Наука. 1994 год. Том 13. Страница 83. Конец примечания. Не случайно Савицкий прямо называл среди предшественников евразийства Гоголя и Достоевского, а у Трубецкого
целый блок серьезных работ о творчестве Федора Михайловича. Примечание. Трубецкой. История, культура, язык. Москва, 1995 год. Страницы 617-725. Конец примечания. Что важнее всего, Россия и Евразия – другой мир географически, исторически и духовно. Это русский мир, центральный мир старого материка, ибо Россия занимает на этом материке основное его пространство, его торс. Устраните этот центр, утверждал Савицкий, и все остальные его части, и вся система материковых окраин, Европа, Передняя Азия, Иран, Индия, Китай, Япония превращается как бы в рассыпанную храмину. Примечание. Савицкий. Географические и геополитические основы евразийства. В сборнике «Евразия. Исторические взгляды русских эмигрантов». Москва, 1992 год, страница 112. Еще резче были формулировки у него же. Россия имеет гораздо больше оснований, чем Китай, называться срединным государством. Савицкие географические и геополитические основы евразийства в сборнике «Евразия. Исторические взгляды русских эмигрантов. Москва, 1992 год», страница 113. Конец примечания. Увы, это предсказание не оправдалось. Материковые окраины благополучно существуют и даже процветают. ЕС, Япония, ныне Китай. И все-таки глобальная геополитическая ситуация после устранения России стала и неустойчивее, и непредсказуемее, и опаснее на порядок. В 1997 году, уезжая из России, где он проработал много лет, отнюдь не левый итальянский журналист Джульетте Кьезе писал: «Проблемы Запада будут столь же колоссальными, как и огромное пространство России, лишенное идей и планов и полное несметных богатств, оставленных на разграбление всех». Примечание Кьезе. «Прощай, Россия. Москва. 1997 год. Страница 82. Конец примечания». Большую прогностическую надежность обнаружили идеи Савицкого относительно внутренней структуры России-Евразии. В географическом отношении, писал он, доуральская русская равнина представляет больше сходства с равнинами и степями Зауралья, чем с европейским географическим миром, который характеризуется двумя главными особенностями. Первая – разнообразием поверхности, вторая – чрезвычайно извилистым очертанием морских побережий. Это огромное единство скорее, так сказать, азиатской, чем европейской конструкции. Примечание. Пушкарев. Россия и Европа в их историческом прошлом. Евразийский временник. 1927 год. Париж. Страница 126. Конец примечания. О том же говорил еще Ключевский, называвший Россию XVIII века государством восточноазиатской конструкции с европейски украшенным фасадом. Савицкий доказывал единство Россия-Евразия сложнее и подробнее. Он писал, что русский мир обладает предельно прозрачной географической структурой, что в этой структуре Урал вовсе не играет той определяющей и разделяющей роли, которую ему приписывали. И продолжает приписывать географическая вампука. Тундра, по его мнению, как горизонтальная зона, залегает и к западу, и к востоку от Урала. Лес
простирается и по одну, и по другую его сторону. Подобным же образом обстоит дело относительно степи и пустыни. Гораздо существеннее, считал Савицкий, географический предел Междугорий, то есть пространств между Черным и Балтийским морями с одной стороны, Балтийским морем и побережьем Северной Норвегии с другой. Из этих чисто географических констатаций ученый делает весьма нетривиальный геополитический вывод. Природа евразийского мира минимально благоприятна для разного рода сепаратизмов, будь то политических, культурных или экономических. Примечание. Савицкий. Географические и геополитические основы евразийства. Цитируется по сборнику «Евразия. Исторические взгляды русских эмигрантов». Москва, 1992 год, страница 116. Вампукой Савицкий называет официальную советскую географию тех времен. Его статья написана в 1933 или 1934 годах. Правда, некоторых советских физико-географов он уважал, с удовольствием цитировал и даже пропагандировал на Западе. Конец примечания. Здесь, казалось бы, легко поиронизировать над первым русским геополитиком. Поскольку не оправдался и этот его прогноз, все виды сепаратизмов расцвели на этом, так сказать, едином пространстве. Но, может быть, стоит задуматься над тем, что написано это было 70 лет назад, а не оправдывается пока лишь 7-8. Стоит также иметь в виду, что провидцы говорили о тенденциях, а не о конъюнктуре. Бесконечные равнины – это широта горизонта русского, а сейчас можно сказать и российского человека, размах геополитических комбинаций, постоянная миграция, непрерывная смена местообитаний. Между неподвижной, оседлой Европой и кочевой бродячей степью, писал Пушкарев, является как своеобразный мир полуоседлая, полубродячая Русь. Примечание. Пушкарев. Россия и Европа в их историческом прошлом. Евразийский временник, 1927 год, Париж, страница 127. Конец примечания. Историк Рождественский образно называл бродячесть исконной характерной чертой сельского быта северо-восточной Руси, начиная с эпохи ее колонизации. Два встречных процесса шли в России. С одной стороны, от центра к периферии шел поток русификации, а с другой, от периферии к центру, шел процесс окраинизации, возрождения национальных культур татарской, узбекской, армянской. Примечание. Чиидзе из области русской геополитики. В сборнике «30-е годы. Утверждение евразийцев», 1931 год, страница 113. Конец примечания. Согласно Савицкому, природа Евразии подсказывает необходимость, даже зовет к геополитическому, культурному и экономическому объединению. Громадная система равнин, именуемая российско-евразийским миром, как бы самой природой созданный колоссальный ассимиляционный котел, тогда как в Европе и Азии временами можно было жить только интересами своей колокольни. Примечание. Савицкий. Географические и геополитические основы евразийства. В сборнике «Евразия. Исторические взгляды русских эмигрантов». Москва, 1992 год, страница 117. Конец примечания.
Глава 6, 3. Выход на геополитику. Эпиграф. Порожденная панмонгольским евразийским всеединством, великая русская держава с 3 заглавных букв всецело была укоренена и этнографически, и географически, и политически в евразийском всеединстве. Ильин. Именно в пределах евразийских степей и пустынь сложился такой, так сказать, унифицированный во многих планах уклад, как быт кочевников на всем пространстве от Венгрии до Монголии и на всем протяжении истории от скифов до современных монголов. «Недаром, — писал Савицкий, — в просторах Евразии рождались такие великие политические объединительные попытки, как скифская до Рождества Христова, монгольская XIII-XIV века и другие. Взаимное притяжение тут сильнее, чем отталкивание. Здесь легко просыпается воля к общему делу. Примечание. Гумилев позже назовет это комплементарностью. Савицкий. Географические и геополитические основы евразийства в сборнике «Евразия. Исторические взгляды русских эмигрантов». Москва, 1992 год. Страницы 117-118. Конец примечания. Евразия как бы предсоздана для образования единого государства. Говоря об уникальном положении России, о чертах грандиозности ее, формула Савицкого, мы неизбежно выходим на другую его формулу «континент-океан». И здесь начинаются загадки. Знал ли первый русский геополитик труды классика геополитики англичанина Хелфорда Маккиндера? Он дал известную формулу непримиримого противостояния континентальных и морских держав. Всадник-моряк, монгол-викинг и неминуемо агрессивный путь преодоления этого противостояния Западом. Тот, кто правит Восточной Европой, господствует над Хартлендом. Примечание. Хартленд – сердцевина земли. Маккиндер позже ассоциировал ее с Россией, Советским Союзом. Конец примечания. Тот, кто правит Хартлендом, господствует над мировым островом. Примечание. Мировой остров, Евразия, в самом широком смысле слова. Конец примечания. Тот, кто правит мировым островом, господствует над миром. Если рассуждать теоретически, Савицкий мог знать эту концепцию, поскольку первая программная статья англичанина «Географическая ось истории» вышла в 1904 году. Возможно, и даже более чем вероятно, что они сталкивались друг с другом в 1919 году, когда Савицкий работал в правительстве Врангеля. Маккиндер был назначен представителем Британской империи на юге России и пробыл на этом посту 2 года. Целью англичан и Запада в целом было раздробление России на ряд мелких государств, то есть нечто прямо противоположное и враждебное идее силе евразийцев, идея сохранения единой и сильной России. Парадокс истории. Два крупнейших ученых, исповедовавших совершенно противоположные взгляды, оказались формально в одном лагере врагов советской власти. Существенно отметить, что евразийство впервые в русской науке широко обратилось к геополитике. Возможности геополитического рассмотрения – это пока что непочатая целина в русской науке, отмечалось в одном из первых евразийских изданий. Евразийство уже сделало кое-что в этом отношении, но сделанного совершенно недостаточно.
Сопоставление данных общей и экономической географии с данными истории хозяйственного быта, этнографии, археологии, лингвистики еще почти не начато. Между тем оно может дать совершенно неизвестный доселе синтетический образ России, Евразии. Примечание. Логовиков. Научные задачи евразийства. В сборнике «30-е годы. Утверждения евразийцев». Книга 7, 1931 год, страница 56. Конец примечания. Русская геополитика пошла своим особым путем. Дугин считает, что геополитическая доктрина Савицкого – это прямая антитеза взглядам таких ученых, как Мехен, Маккиндер, Спикмен, Видаль де ла Бланш и других таласократов. Примечание. Альфред Мехен, 1840-1914 годы. Американский адмирал, автор ряда геополитических трудов, проповедовавший морскую силу США. Николас Спикмен, 1893-1943 годы, продолжатель концепции адмирала Мехена, профессор Института международных отношений при Ельском университете. Видаль де ла Блаш, 1845-1918 годы, основатель французской геополитической школы, автор ряда капитальных трудов, в частности, «Картины географии Франции» 1903 года. Таласократия, греческий, власть посредством моря или морское могущество. Конец примечания. Причем в данном случае речь идет о законченном и развернутом изложении альтернативной доктрины, подробно разбирающей идеологические, экономические, культурные и этнические факторы. Согласно точке зрения Дугина, Савицкий и евразийцы являются выразителями номоса Земли в его актуальном состоянии, последовательными идеологами теллурократии и мыслителями Гроссраума, альтернативного англосаксонскому Гроссрауму. Примечание. Номос. Термин немецкого геополитика Карла Шмидта. Синонимы: порядок, закон, уклад. Теллурократия, греческий, власть посредством земли или сухопутное могущество. Гроссраум. Термин Шмидта. Объединение нескольких держав в единое стратегическое образование. По идее этого немецкого геополитика, как и Хаусхофера, Гроссраум – большое пространство, единственная жизнеспособная форма геополитического образования, тенденция развития любого крупного государства. Дугин. Основы геополитики. Москва, 1997 год, страница 88. Конец примечания. Поясню, чего же еще не сказал Дугин. Формула «континент-океан» у Савицкого отнюдь не агрессивна, вообще не предрекает какой-то неизбежной конфронтации между всадником и моряком, а говорит лишь о долгосрочной стратегии развития России и прежде всего экономической стратегии. Его концепция в статье «Континент-океан. Россия и мировой рынок», 1921 год, вообще не направлена против кого-либо. Она, так сказать, за Россию будущего. Замечу, что схема атлантизм-континентализм не срабатывала и в годы Второй мировой войны. Тогда решающая схватка шла между двумя континентальными державами – СССР и Германией. Она не срабатывает и в наше время. Кургинян справедливо называет ее схоластической.
Фундаментализм – это континент, а значит союзник, пишет он. Но самая фундаменталистская страна исламского мира – это Саудовская Аравия, являющаяся главной опорой США в регионе после Израиля. И как прикажете это совместить? Примечание. Наш современник, 1993 год, номер 2, страница 145. Конец примечания. Савицкий писал: «Океан един, континент раздроблен, и поэтому единое мировое хозяйство неизбежно воспринимается как хозяйство океаническое». Примечание. Записки Русского географического научно-исследовательского объединения при Русском свободном университете в Праге. Том 11, 1921 год. Конец примечания. Если в Европе нет пунктов, отстоящих от океана более чем на 600 километров, то в Азии есть места, удаленные на 2400 километров от океана. Кульджа. К тому же, кроме России, замерзаемость морей известна только в северо-восточной части Швеции и Канаде. По мнению Савицкого, Россия наиболее, так сказать, обездоленная, в смысле возможностей океанического обмена, но она не довольствуется диктуемой этой обездоленностью ролью задворков мирового хозяйства. Значит, стараться быть как все? Никоим образом, отвечал Ставицкий. Не в обезьяньем копировании, но в осознании континентальности и приспособлении к ней экономическое будущее России. Примечание. Записки Русского географического научно-исследовательского объединения при Русском свободном университете в Праге, том 11, 1921 год, страница 22. Конец примечания. Это крайне актуально и сегодня, при непрекращающихся призывах быть как все со стороны гарвардских мальчиков. Евразийцы учили говорить не о вхождении в мировое хозяйство, Россия была в нем как минимум со времен Петра I, а об учете и использовании взаимотяготения ближних к нам стран Европы и Азии, о принципе использования континентальных соседств. Примечание. Записки Русского географического научно-исследовательского объединения при Русском свободном университете в Праге, том 11, страница 4. Конец примечания. Савицкий внес в геополитику интереснейшее и емкое понятие «место развития». Вопрос о том, каким является влияние местных географических условий на развитие общества, определяющим или второстепенным, имеет очень большую историю. Ярлыки детерминизма навешивались на многих советских ученых, которые искали ответа. В 50-е годы на геофаке ЛГУ нас заставляли заучивать классическое определение из 4-й философской главы краткого курса истории ВКПБ, смысл которого, кстати, абсолютно правильный, заключался в том, что географическая среда, конечно, влияет на развитие общества, но не определяет его. Савицкий еще в 20-х годах мудро не ставил такого вопроса вообще. Понятие «место развития» останется в силе, писал он. Будем ли мы считать, что географическая обстановка односторонне влияет на социально-историческую среду, или наоборот, что это последнее односторонне создает внешнюю обстановку, или же мы будем признавать наличие процессов обоих родов? Мы считаем, что научно является только это, последняя концепция. Примечание. Савицкий. Географический обзор России-Евразии. В книге «Савицкий. Континент. Евразия. Москва. 1997 год». Страница 293. Конец примечания. Двусторонний процесс
взаимовлияния создает каждый раз особое неповторимое сочетание. Согласно Савицкому, каждый двор и каждая деревня есть место развития. Подобные меньшие места развития объединяются и сливаются в место развития большие. Таким образом, возникает многочисленный ряд месторазвитий. Например, Россия-Евразия, как большее место развития, не ограничивается степью, но сочетает степь с зоной лесной, пустынной, тундровой. Примечание Савицкой. Географический обзор России и Евразии. В книге «Савицкий континент Евразия», Москва, 1997 год, страница 284. Конец примечания. Еще конкретнее и нагляднее, так сказать, Савицкий объяснял этот термин в письме к Л.Н. от 1 января 1957 года. Места с сочетанием географических разноодарений, писал он, это, безусловно, наиболее стимулирующее место развития не только в смысле этногенеза, но и во многих других отношениях. Примечание. Такие сочетания часто определяют и возникновение городов, особенно крупных. Как бы поясняя это Гумилеву на примере его города, Савицкий писал: Ленинград, стык моря с водными путями, ведущими вглубь страны. Это основное. Водные пути в глубину страны усилил уже Петр I. Невская дельта с богатой растительностью, Пулковская и прочие высоты, на юг высоты Карельского перешейка, на север, отличные с темной окраской почвы на Силурийском плато, Поддубицы, Дубняжины. Также во всех остальных местах хорошие леса, местами лиственные, с богатыми, очень богатыми луговинами. Во многих местах хорошие глины, строительные материалы, пудожский камень, силурийская плита, гранит и диабаз с Карельского перешейка, берегов Ладоги и Онеги. В зданиях Ленинграда крупнейшие гранитные монолиты мира. Новгородцы в десятках мест окрестностей нынешнего Ленинграда копили железную болотную руду и выжигали железо. И так далее. Конец примечания. Если хотите, это место развития в первом и прямом значении этого слова. И все-таки качество так называемого места развития нельзя отрицать и за другими местами, хотя бы и не в такой степени отмеченными сочетанием разноодарений. Мне кажется, что в определенном смысле была и есть месторазвитием и тайга, от Онежского озера до Охотского моря. Хочу сказать еще два слова о значении так называемого Таежного моря для развития русского народа. Уже до Ермака русские были известны как большой и храбрый народ, но только Ермак и его продолжатели, в 50 лет дошедшие до Тихого океана, сделали русский народ народом, способным творчески переносить любой холод, а, кстати, и жару, какой только бывает на нашей планете. Это была огромная и судьбоносная перемена. В общем, можно сказать, что движение русского народа по тайге от Онежского озера до Охотского моря оказало и оказывает на него огромное закаляющее влияние. Русский народ развивался и развивается здесь в новом направлении. Также и в этом смысле тайга есть подлинное место развития, хотя, конечно, как и все прочие места развития, со своими особенностями. Савицкий умел выражать свои идеи не только сухими словами, но и в поэтической форме. Так, в стихотворении «Пурга» он писал: «Вместилища народной славы, необозримые края, суровым ветром сердцу милым, Россия, повита моя.
Тот ветр ковал ее закалы, через изотермы шел Ермак, и русские одолевали и ярый зной, и хладный мрак. Казахские безбрежны степи, бескрайно хмурая тайга. Хвала тебе, крепь русской крепи, в просторах вставшая пурга. Высказывания Трубецкого, казалось бы, далекого от географии, как бы предваряют родившееся через полвека гумилевское определение «кормящий ландшафт», близкое по своему смыслу к понятию «месторазвитие». Для личностей многочеловеческих, народных и многонародных, писал Трубецкой, эта связь с физическим окружением, с природой территории, настолько сильна, что приходится говорить прямо о неотделимости данной многочеловеческой личности от ее физического окружения. Примечание. Савкин, Козловской. Евразийское будущее России. Ступени, 1992 год, номер 2, страница 92. Между тем и сейчас еще, правда не в России, а на Украине, есть рецидивы 30-40-х годов. Украинский востоковед Кочубей, отметив, что Вернадский и Савицкий были его земляками, это типично для многих современных украинских изданий, делает странный, мягко выражаясь, вывод. Беда в том, что евразийство было не исторической школой, а и геополитической доктриной. Большой знак вопроса. Кочубей, що таке євразійство? Літературна Україна, 1992 год, том 5, страница 3. Конец примечания. Изложено сложнее, чем у геополитика номер 1, но идея та же, и она понятна. Критики в эмиграции так секли евразийство за геополитические подходы, как будто прошли нашу философскую школу 30-40-х годов, когда слово «геополитика» было синонимом фашизма. Кизеветтер называл построение евразийцев геополитической мистикой, а Бицилли, сам бывший евразиец, географическим фатализмом или одержимостью географией. Примечание. Чиидзе. Из области русской геополитики. В сборнике «30-е годы. Утверждения евразийцев». 1931 год. Конец примечания. Между тем, классическая русская наука не была чужда геополитических подходов. Такой путь просматривался в работах Щапова, Мечникова и, конечно, Данилевского. Примечание. Трубецкой. История, культура, язык. Москва. 1995 год. Страница 107. Конец примечания. Увы, после взрыва 20-х годов, и то за рубежами России, наступил период длительного анабиоза русской геополитики. В ту пору лишь Савицкий, энергично и творчески развивавший геополитические идеи, сумел заразить ими своих единомышленников, отнюдь не страдавших, так сказать, географической одержимостью. Геополитический анализ истории России осуществлен Вернадским в его «Начертании русской истории». Это блестящий, оригинальнейший труд, его, так сказать, прощально-евразийская книга, приложение к которой, названное «Географические заметки по русской истории», написал Савицкий. Примечание. Вернадский. Начертание русской истории. Прага, 1927 год. Конец примечания. Судьбы русского народа прослеживаются там на широком фоне истории Евразии, в чем в первую очередь и заключаются новаторские тенденции книги. Изложение начинается не с Рюрика
не со скифов и сарматов. Особые параграфы посвящены готам и гуннам, а затем роли кочевых народов в истории. По мнению Вернадского, вся история Евразии есть последовательный ряд попыток создания единого всеевразийского, так сказать, государства. Примечание. Цитируется по «Горизонтов», Евразийство 1921-1931 годов, Взгляд изнутри, Славяноведение, 1992 год, номер 4, страницы 98-99, конец примечания. Приведем лишь пару схем, которых нет ни в одной из других его работ, и которые четко демонстрируют геополитический подход, пронизывающий всю эту книгу. Лес и степь. Традиционная вражда, борьба, но и сотрудничество в истории России, свои, так сказать, викинги и свои кочевники. История русского народа, пишет Вернадский, есть история постепенного освоения Евразии русским народом. Это не империализм и не следствие мелкого политического честолюбия отдельных русских государственных деятелей. Примечание. В примечаниях к этим тезисам Вернадский пишет: нельзя, конечно, отрицать проявления в отдельных фактах и легкомысленного авантюризма. По большей части, однако, этот авантюризм проявлялся лишь в тех случаях, когда русские деятели отступали от программы самодавления Евразии. Некоторые войны XVIII-XIX веков, так сказать, русификаторская деятельность в Варшаве, империализм на Дальнем Востоке начала XX века. Конец примечания. Это неустранимая внутренняя логика, так сказать, месторазвития. Примечание. Вернадский. Начертание русской истории. Часть 1. Прага. 1927 год. Страница 12. Конец примечания. Вернадский дает две очень необычные и в то же время четкие схемы, показывающие ритмичность государственно образующего процесса. Схема начальных фаз развития евразийского государства. Лес. Скифское государство. Сарматы. Готы. Степь. Лес. Гунская империя. Степь. Лес. Империя Святослава. Степь. Киевское княжество. Печенеги. Распадение русских земель. Половцы. Схема последующих фаз развития евразийского государства. Распадение русских земель. Половцы. Хорезм. Кара-Китай. Кераиты. Монголы. Распадение Золотой Орды. Литва. Русь. Казанское царство. Московское царство. Крымское царство. Киргизы. Узбеки. Ойроты-монголы. Российская империя. СССР. Периодическая ритмичность государствообразующего процесса. Первое. А. Единая государственность. Скифская держава. Б. Система государств. Сарматы, готы. Второе. А. Единая государственность. Гунская империя. Б. Система государств. Авары, хазары, крымские болгары, Русь, печенеги, половцы. Третье. А. Единая государственность. Монгольская империя. Б. Система государств. Первая ступень. Распадение монгольской державы. Золотая Орда, Джагатай, Персия, Китай. В. Система государств. Вторая ступень. Распадение монгольской державы. Литва, Русь, Казань, киргизы, узбеки, ойроты, монголы. Четвертое. А.
Единая государственность, Российская империя, Союз СССР. Примечание. Вернадский. Начертание русской истории. Часть 1. Прага, 1927 год, страница 16. Конец примечания. Мог ли предвидеть Георгий Владимирович Беловежский сговор 1991 года? Нет, не мог и не предвидеть. Он заключил свою схему такими словами. С точки зрения прямолинейности схемы, у многих читателей может возникнуть соблазнительная мысль, не должен ли вслед за периодом государственного единства Евразии вновь последовать период распада государственности. Здесь, однако, нужно вспомнить то, что выше сказано было о создании русским народом целостного месторазвития. Предпосылки исторического развития изменились, так как нынче Евразия представляет собой такое геополитическое хозяйственное единство, какого ранее она не имела. Поэтому теперь налицо такие условия для всеевразийского государственного единства, каких раньше быть не могло. Примечание. Вернадский. Начертание русской истории. Часть 1. Прага, 1927 год, страница 16. Конец примечания. Идет 1927 год. Вернадский переезжает из относительного, так сказать, ближнего зарубежья, Праги, в совсем дальнее США. Его отец остается в России и пока не репрессирован, хотя в 20-е годы был открытым врагом власти ненавистных ему большевиков. Какой же объективностью и прозорливостью надо было обладать, чтобы констатировать, каких раньше быть не могло. В конце этого параграфа приведу весьма интересную периодизацию Трубецкого. Она касается борьбы леса и степи в истории Руси-России. На заре русской истории, до конца X века, попытки объединения степи и леса для использования выгод обмена их природными богатствами, попытки то из лесного севера, то из степного юга, государственное образование скифов, готское, гунское, опыт Святослава Игоревича, год его смерти 972 год, конец первого периода. Конец X, середина XIII веков, связь между лесом и степью разорвана, идет отчаянная борьба между русскими князьями и печенегами, затем половцами. Русский народ сбивается в лесу, удерживается в пристепье, но не в самой степи. Этот второй период может быть назван борьбой между лесом и степью. Хронологические рамки условно от 972 года до 1238 года. Батыево нашествие. Монгольское завоевание кладет предел раздорам степи и леса. Оно несет с собой победу степи над лесом. Русские княжества освобождаются от борьбы со степью. Подчинением великому монгольскому хану, затем и царю ордынскому, то есть хану Золотой Орды, достигается формальное объединение русских княжеств. Когда падет власть Орды, Москва оказывается в силах принять эту власть на свои плечи. Орда распадается, выделяет царство Казанское и Крымское. В эту же эпоху происходит отделение Западной Руси от Восточной. Западная Русь попадает в состав Литвы и Польши. Хронологические рамки третьего периода от 1238 года до 1452 года. 1452 год – это год основания зависимого от Москвы Касимовского татарского царства. Москва становилась отныне собирательным центром в том мире,
который возник в результате распадения Золотоордынской державы. Фактически Иван III является уже с самого начала независимым государем, царем. Четвертый период, условно 1452-1696 годы. Наступление русского севера на монголо-турецкий юг и восток. Обозначается решительная победа леса над степью. Происходит завоевание Казани, Астрахани, Сибири и после многовекового перерыва овладение вновь устьями Дона, взятие Азова Петром Великим, 1696 год. Пятый период, условно 1696 год, 1917 год. Распространение российского государства почти до естественных пределов Евразии. Объединение леса и степи в отношении хозяйственно-колонизационном. Попытка овладения заокеанской территорией в Северной Америке, 1732-1867 годы. Весь императорский период – мощное развитие внешних форм культуры при глубоком и тяжелом потрясении духа. Примечание. Вернадский. Начертание русской истории. Часть 1. Прага. 1927 год. Страницы 20-22. Конец примечания. Глава 6. 4. Магистральные пути евразийства. Эпиграф. 1. Россия представляет собой особый мир. Судьбы этого мира в основном и важнейшем протекают отдельно от судьбы стран к западу от нее, Европа, а также к югу и востоку от нее, Азия. 2. Особый мир этот должно называть Евразией. В смысле территориальном нынешний СССР охватывает основное ядро этого мира. Евразийские хроники. Принципиальную линию евразийцев, современно выражаясь, можно назвать цивилизационным подходом. Но это был парадоксальный, в ту пору шокировавший многих эмигрантов подход. Полная переоценка ценностей. Сделано это было в 1920 году, еще до манифеста евразийцев, в брошюре Трубецкого «Европа и человечество». Многие именно от нее ведут отсчет всему евразийству. Нечего и пытаться как-то изложить страстный и блестящий текст, над которым автор работал долго и в муках с 1909 года. Примечание. Ступени. 1992 год, номер 2, страница 83. Трубецкой. История, культура, язык. Москва. 1995 год, страница 766. Конец примечания. Можно сделать это лишь сугубо тезисно, резко обедняя логику ученого. Главные его тезисы шокировали людей, привыкших к стереотипам конца XIX – начала XX века. Первый тезис. Между шовинизмом и космополитизмом нет коренного различия. Космополит отрицает различия между национальностями, а европейские космополиты всегда понимали под цивилизацией ту культуру, которую выработали романско-германские народы, а под цивилизационными тех же романцев и германцев. Шовинист считает, что лучшим народом в мире является именно его народ. Все остальные должны подчиняться ему, приняв его веру, язык и культуру, слиться с ним. Евразийцы не хотели сливаться. Савицкий позже выразил неприятие евразийства в стихах, написанных в 1949 году в мордовском лагере. Профессора и беллетристы с усмешкой слушали меня,
Для них Нью-Йорк и Лондон – пристань, и лишь на западе заря. Примечание. Цитируется по книге Гумилев «Ритмы Евразии. Москва. Экопрос. 1993 год. Страница 203. Конец примечания. Не хотели сливаться и лучшие умы русской интеллигенции, оставшиеся в России. Андрей Белый называл западную цивилизацию гигиенической цивилизацией зубочисток, противопоставляя ей православную степную культуру кочевников-номадов, крещенных китайцев. И так, по мнению Трубецкого, существует полный параллелизм между шовинизмом и космополитизмом. Разница состоит лишь в том, что шовинист берет более тесную этническую группу, чем космополит. Разница только в степени, а не в принципе. Примечание. Трубецкой. Европа и человечество. София, 1920 год, страница 5. Конец примечания. Второй тезис. Слова «человечество», «общечеловеческая цивилизация» и прочее являются выражениями крайне неточными. Европейская культура не есть культура человечества. Примечание. Трубецкой. Европа и человечество. София, 1920 год, страница 5. Конец примечания. Это есть продукт истории определенной этнической группы. Позже была вынесена на поверхность идея сверхнациональной мировой цивилизации, идея, свойственная греко-римскому миру. Под всем миром в Риме понимали лишь orbis terrarum, то есть народы, населяющие бассейн Средиземного моря. Примечание. Трубецкой. Европа и человечество. София, 1920 год, страница 6. Конец примечания. Это породило основание европейского космополитизма, который правильнее было бы назвать откровенно общегермано-романским шовинизмом, эгоцентризмом. Согласно Трубецкому, человек с ярко выраженной эгоцентрической психологией бессознательно считает себя центром Вселенной, венцом создания. Эгоцентрическая психология проникает в миросозерцание весьма многих людей. Примечание. Трубецкой. Европа и человечество. София, 1920 год. Страницы 6-7. Конец примечания. Поначалу даже советскому противопоставление Европа-человечество показалось спорным. «Неужели автор, Трубецкой, — спрашивал он, — признает созданную им идеологию выше и совершеннее всякой иной?» Примечание. Савицкий континент Евразия. Москва, 1997 год, страница 159. Конец примечания. Между тем история подтвердила концепцию князя-евразийца. Разве не повтором ее на другом, так сказать, витке истории, как принято сейчас выражаться, стал тезис конца XX века, принадлежащий Хантингтону, о противостоянии «Запад-не Запад»? Этот тезис не просто декларируется, звуча весьма весомо, поскольку сформулирован человеком с Запада, но и конкретизируется уже на материале, так сказать, и в терминологии конца XX века. Хантингтон указывает, что на поверхностном уровне западная культура, по большей части, действительно распространяется по всему миру, но на базовом уровне она фундаментально отлична от культур остального мира. Западные идеи либерализма, конституционализма, прав человека, равенства, свободы, господства закона, демократии, свободного рынка, отделения церкви от государства часто имеют малый резонанс
в исламской, конфуцианской, японской, индусской, буддистской или православной культуре. Усилия Запада по распространению таких идей вызывают обратную реакцию, направленную против империалистических прав человека и утверждение местной культуры и ценностей. Третий тезис. Согласно Трубецкому, ни один нормальный народ в мире, особенно народ, организованный в государство, не может добровольно допустить уничтожение своей национальной физиономии во имя ассимиляции хотя бы с более совершенным народом. Примечание. Трубецкой. Европа и человечество. София, 1920 год, страница 7. Конец примечания. Здесь мы выходим на нечто сверхактуальное, но непонятное для всех, кроме тех, кто хотел этого добиться в 90-х годах. Подобный поворот событий Трубецкой по-своему предвидел. Из 20-х годов к нам доносится его предостережение. Европейский космополитизм, который, как мы видели, есть не что иное, как общеромано-германский шовинизм, распространяется среди неромано-германских народов с большой быстротой и с весьма незначительными затруднениями. Среди славян, арабов, турок, индусов, китайцев и японцев таких космополитов уже очень много. Примечание. Действительно, 1999 год подтверждает написанное в 1920. Если вступление Польши в НАТО еще не пример, католическая страна, то стремление туда же Болгарии и страшные эпизоды с памятником советскому воину Алёше в Пловдиве убедительное доказательство жизненности отмеченной тенденции. Конец примечания. Многие из них даже гораздо ортодоксальнее, чем их европейские собратья, в отвержении национальных особенностей, в презрении ко всякой неромано-германской культуре. Эти тезисы в 1993 году почти повторяет Хантингтон. Для Савицкого была памятнее стенограмма речи Радека в Москве, который заявил следующее: «Когда мы приближаемся мысленно к таким странам, как Франция, мы всегда должны помнить то, что ощущал Герцен, когда первый раз был в Кёльне. Он сказал, что каждый камень этого древнего города имеет большую историю культуры, чем все здания царской России 50-х годов. И, товарищи французские писатели, вы правы, когда указываете нам на это прошлое, которое создало у вас больше индивидуальностей, чем их создала царская Россия». Савицкий комментировал этот холуяж, слово-находка Виктора Розова, так: «Если русские камни и вообще камни Евразии кажутся вам менее красноречивыми, чем камни Европы, то лишь потому, что вы не умеете их слушать. Герцен в наивном невежестве сболтнул зеленую глупость, а вы раболепно ее повторяете». Примечание. Евразийская хроника, выпуск 11, страницы 5-7. Конец примечания. Даже такой противник евразийства, как Струве, разделявший эту позицию, заявлял, что мы слишком безоглядно критиковали и порочили перед иностранцами свою страну. Недостаточно бережно относились к ее достоинству, к ее историческому прошлому. «Россию погубила, — писал он, — безнациональность интеллигенции, единственный в мировой истории случай забвения национальной идеи мозгом нации». Примечание. Евразийский временник, книга 3, Берлин, 1923 год, страницы 158-159. Конец примечания.
Случай не единственный в истории России. Можно теперь добавить. Бывший ученик Струве Савицкой позже, когда, казалось бы, жесткость отношений эмиграции к СССР еще усилилась, писал: «Русская культура в 1932 году не слабее, но сильнее, чем она была когда бы то ни было». Примечание. ГА РФ. Фонд 5783 Савицкого. Опись 1. Единица хранения 146. Лист 932. Конец примечания. Удивительное по объективности и неистребимой любви к родине в любой ситуации признание. Через год он будет восхищаться созданием Урало-Кузнецкого комбината и Турксиба, выдвигать идею транзитного европейско-индийского движения по железной дороге, автотрассам, воздушным путям, как будто он соучастник строительства той поры. Как же надо жить России, да и всем другим, в том числе претендующим на позицию в центре Вселенной? В «Исходе» Трубецкой отвечал: «Долг всякого неромано-германского народа состоит в том, чтобы, во-первых, преодолеть всякий собственный эгоцентризм, а во-вторых, оградить себя от обмана общечеловеческой цивилизации». В его статье «Вавилонская башня и смешение языков» сказано гораздо резче. Там так называемая общечеловеческая культура связывается с духовно-нравственным одичанием. Примечание. Трубецкой. История, язык, культура. Москва, 1995 год, страница 331. Конец примечания. Упомянутый Трубецким так называемый долг, по его мнению, можно реализовать двумя путями, сформулированными в древних афоризмах: «Познай самого себя» и «Будь самим собой». Примечание. Трубецкой. Об истинном и ложном национализме. Исход к востоку, страница 72. Конец примечания. Четвертый тезис. Трубецкой утверждал, что европейцы приняли за венец эволюции человечества самих себя, свою культуру, и никому в голову не пришло, что принятие романо-германской культуры за венец эволюции чисто условно. Так получилась лестница культур: на вершине романо-германские народы, далее культурные народы древности, культурные народы Азии и старые культуры Америки, Мексика, Перу. Ниже так называемые малокультурные народы, и уж совсем внизу некультурные, так сказать, дикари. Каковы были аргументы, приводимые в пользу подобных утверждений? Европейцы побеждают дикарей, но ведь это поклонение грубой силе. К тому же кочевники, якобы менее культурные, часто побеждали оседлые народы. Все великие культуры древности были разбиты именно варварами. Еще аргументы. Дикари не способны воспринять некоторые европейские понятия. Значит, они низшая раса. Но и европейцы мало способны проникнуться понятиями культуры дикарей. Трубецкой приводит следующий пример. Гоген, пытавшийся стать таитянином, поплатился за это помешательством и алкоголизмом. Примечание. Трубецкой. Европа и человечество. София, 1920 год, страница 23. Конец примечания. Все это, по мнению Трубецкого, квазинаучные аргументы. Европейская культура, пишет он, во многих отношениях сложнее культуры дикаря, но большая или меньшая сложность ничего не говорит о степени совершенства культуры. Примечание. Трубецкой. Европа и человечество. София, 1920 год,
страницы 39-40. Конец примечания. Итак, никакой, так сказать, лестницы культур нет. Согласно Трубецкому, вместо лестницы мы имеем горизонтальную плоскость. Вместо принципа градации народов и культур по степеням совершенства новый принцип равноценности и качественной несоизмерности всех культур и народов земного шара. Момент оценки, полагал Трубецкой, должен быть навсегда изгнан из этнологии и истории культуры, как и вообще из всех эволюционных наук, ибо оценка всегда основана на эгоцентризме. Нет высших и низших, есть только похожие и непохожие. Примечание. Трубецкой. Европа и человечество. София, 1920 год, страница 42. Конец примечания. Эта же мысль формулируется Трубецким еще проще в письме Якобсону от 7 марта 1921 года. Понять, что ни я, ни кто другой не есть пуп земли, что все народы и культуры равноценны, что высших и низших нет. Вот все, что требует моя книга от читателя. Примечание. Цитируется по Трубецкой. История, культура, язык. Москва. 1995 год. Страница 7. Конец примечания. Важнейшей линией евразийства было его отношение к православию. Для всех нас церковь и православие являются главными устоями миросозерцания, писал Савицкий Трубецкому. Примечание. Из письма Савицкого Трубецкому 23 февраля 1923 года. СГАОР, фонд 5783, Савицкого, опись 1, единица хранения 359, лист 36. Конец примечания. Вне православия все или язычество, или ересь, или раскол. Конечно, это не означало, что православие отворачивается от иноверцев, что было бы нелепо при линии на укрепление внутренних связей России, учитывая ее поликонфессиональность. Православие хочет, чтобы весь мир сам из себя стал православным. К ереси, согласно мнению евразийцев, относится прежде всего латинство. Уже в 1923 году один из первых евразийских сборников «Россия и латинство» был полностью посвящен этому вопросу. Его статьи направлены жестко против внешней деятельности католической церкви, прозелитизм, против унии и идеи соединения церквей. Выступления против католицизма вызвали неприятие даже дяди Трубецкого, князя Трубецкого, который как-то заявил: «Ведь прочли же мы в одном русском сборнике, евразийском, аналогию между католицизмом и большевизмом». Что подобные суждения могут серьезно высказываться, это свидетельствует только о крайней впечатлительности и не меньшем недостатке знакомства с предметом, о котором высказывается подобное суждение. Примечание. Трубецкой. Католический богослов о русской религиозной психологии. Путь. Париж. 1925 год. Номер 1. Конец примечания. Евразийцы утверждали, что между миром восточно-православным и миром западно-католическим существовали глубокие силы отталкивания, и это отталкивание древнерусского человека от поганой латини едва ли не было сильнее отталкивания его от поганых басурман. Примечание. Пушкарев. Россия и Европа в их историческом прошлом. Евразийский временник, 1927 год, страница 145.
Конец примечания. При этом они отмечали, что иностранные писатели говорят единогласно. В Москве ни к каким иностранцам не относились с таким отвращением и недоверием, как к католикам. На чтениях «Мир Гумилева», происходивших в 1994 году в Москве, друг и коллега Л.Н. Панченко разъяснил, что означает так называемое бытовое исповедничество, один из терминов евразийцев, для ушей многих наших современников непонятный. Оратор ссылался на Трубецкого, говоря, что под этим термином евразийцы разумели весь уклад жизни, в котором вера и быт составляли одно, в котором и государственные идеологии, и материальная культура, и искусство, и религия были нераздельными частями единой системы, сознательно не сформулированной, но тем не менее пребывающей в подсознании каждого и определяющей собой жизнь каждого и бытие самого национального целого. От себя академик Панченко добавил следующую мысль по этому поводу. Западная цивилизация репрессивна. Ее смысл – потребление окружающего мира. Российская или евразийская, что одно и то же, традиция иная. Жизнедеятельность человека не воздействие на мир, а взаимодействие с ним. Это очевидно из фольклора, это очевидно из ранней русской письменности. В послереволюционной России евразийцам хотелось видеть своего рода обратный ход, возвращение к органическому бытовому исповедничеству, отказ от репрессивной цивилизации. Примечание. Панченко. Евразийство – современная проблема. Общая газета, номер 17, 1994 год. Конец примечания. Так, коротко говоря, выглядят основные принципиальные положения евразийства. Правда, Флоровский заметил по их поводу, что это была правда вопросов, но не правда ответов, правда проблем, а не решений. Примечание. Флоровский. Евразийский соблазн. Современные записки. Париж, 1928 год. Страница 312. Конец примечания. Но кто вообще в ту смутную пору мог бы дать конструктивные ответы? Кто мог указать, как жить дальше России, да и чего стоили бы эти ответы из-за рубежа? Однако кое-какие ответы намечались даже в евразийской правде вопросов, но в основном негативные. Как не надо жить? А позитивные? Были и они в ответах о будущем строе, о национальной культуре, об экономической стратегии России, в частности, в континенте-океане Савицкого. Он сам признавал, что одного отрицания недостаточно для победы. В обстановке, в которую мы попали, писал Савицкий, может быть плодотворным только то историческое действие, которое подхватит и поддержит крылья огромной исторической идеи. Эта идея должна быть огромной, всесторонней и положительной, в размахе и упоре соравной и превосходящей историческую идею коммунизма. Если будет идея, будут и личности. Примечание. Савицкий. Подданство идеи. Цитируется по «Наш современник», 1992 год, номер 12, страница 135. Конец примечания. По замечанию Ильина, типичную особенность евразийского миросозерцания, равно как и евразийского образа общественного бытия, можно назвать идеократией, то есть господством идейной установки. Примечание. Ильин. Евразийство. Ступени. 1992 год, номер 2, страница 62. Конец примечания. У великой страны должна быть
идея-сила, идея-правительница. Евразийцы находили ее прежде всего в соборности, в православии. Идея православия и есть идея-правительница. В сильном и справедливом государстве, государстве правды. Государство в таком большом многонациональном культурном целом, как Евразия, Россия, писал Лев Корсавин, может только быть сильным или совсем не быть. И далее он, истинный демократ, к ужасу современных демократов, добавлял, что в России нет объективных условий для появления многопартийности. Примечание. Корсавин, Евразийство, страницы 39-45. Конец примечания. Подобных же взглядов по данной проблеме придерживался и Савицкий. В письме к Струве он замечал: вслед за падением большевизма вал народной анархии захватит Россию. В обстановке этой анархии выползут, как гады, самостийники. Примечание. Элементы. 1993 год, номер 4, страница 21. Конец примечания. Еще в 1915 году Савицкий дал свою формулу империи, согласно которой это особый тип макрогосударства, которое расширяет свою национальную культуру, свою экономику и политику дальше своих геоэтнических границ. История знала две модели империй – римскую и британскую. Первая формировалась как колониально-материковая или континентально-империалистическая система, скрепленная преимущественно политическими отношениями. Вторая представляла собой колониально-заморскую державу, базирующуюся на экономических отношениях. Российская империя, по-советскому, представляет из себя разновидность здорового империализма, способного не только оплодотворить культуры империализируемых наций, но и впитывать их в себя, создавать сверхнациональную культуру. Свидетельством положительного итога такого исторического процесса он считал экономическую равносильность и равноправность народов Российской империи. Примечание. Алевраз. Начало евразийской концепции в раннем творчестве Вернадского и Савицкого. Вестник Евразии, 1996 год. Номер 1, в скобках 2, страница 12. Конец примечания. Конструктивной была, что бы ни произошло в начале 90-х годов, и формула, данная Трубецким, национальным субстратом того государства, которое называется СССР, может быть только вся совокупность народов, населяющих это государство, рассматриваемая как особая многонародная нация и в качестве таковой обладающая своим национализмом. Примечание. Можно сколько угодно иронизировать над формулой «новая историческая общность советский народ», но и она имела свои корни. Конец примечания. Эту нацию мы называем евразийской, ее территорию Евразией, ее национализм евразийским. Примечание. Трубецкой. История, культура, язык. Москва. 1995 год, страница 423. Конец примечания. Трубецкой четко формулировал идеи евразийцев и относительно идеального государственного строя. Он считал, что в народных массах престиж демократического строя все более подрывается, а местами уже подорван не меньше, чем престиж монархии. Поэтому ни аристократический строй, ни строй демократический с его разновидностью плутократически-демократическим строем не являются вполне живыми. «Мы живем, — писал Трубецкой, — в эпоху
создание нового типа отбора правящего слоя, а следовательно и в эпоху создания нового типа государства с совершенно новым политическим, экономическим, социальным, культурным и бытовым укладом. Примечание. Трубецкой. О государственном строе и форме правления. Евразийская хроника, 1927 год, страница 6. Конец примечания. Князь-евразиец остроумно характеризует правящий слой при демократическом строе, говоря, что он состоит из людей, профессия которых не столько в улавливании и отражении фактического общественного мнения разных групп граждан, сколько в том, чтобы внушать этим группам граждан разные мысли и желания под видом мнения самих этих граждан. Примечание. Трубецкой. О государственном строе и форме правления. Евразийская хроника, 1927 год, страница 5. Конец примечания. Кто будет у руля этого сильного государства? Евразийцы ответили крайне неожиданной формулой. Нужен отбор правящего слоя. Отбор, основанный на подданстве идее. В пояснение термина «правящий, ведущий отбор» в одном из изданий евразийцев говорилось, что к неудачным примерам создания такового в России относится опричнина Ивана Грозного. К удачным – формирование Петровской гвардии, служилого дворянства. Европейская культура породила рыцарство, католическая церковь и иезуитов, Китай – ученых, Япония – самураев. Примечание. Макшеев. О воспитании ведущего отбора, идиократии. Евразийская хроника. Выпуск 12. Берлин, 1937 год. Страница 45. Конец примечания. Права этого правящего слоя закрепляются в основном законе и обеспечивают преемственность и постоянство государственного строя. На основе идиократии формируется состав Евразийской партии. Это партия особого типа, правящая партия, самовластная, исключающая существование других таких партий. Это государственно-идеологический союз. Примечание. Евразийство. Опыт систематического изложения. Париж, Берлин, 1926 год, страница 52. Конец примечания. На смену безнациональной и интернациональной партии, писал Ильин, должна прийти властная и властвующая национальная организация, элементы чего уже есть в некоторой степени как в российском советизме, так и в коммунистической партии. Примечание. Ильин о евразийском патриотизме. Евразийская хроника, 1927 год, страница 12. Трубецкой называл строй в СССР лжеидиократией. О государственном строе и форме правления. Евразийская хроника, страница 7. Конец примечания. При этом он подчеркивал, что, несмотря на сокрушительные противоречия, к которым пришел парламентаризм и коммунизм на Западе, там они все же у себя дома и представляют некий вид лжеорганики. В России, Евразии, они просто ни с чем несообразная нелепость. Примечание. Ильин о евразийском патриотизме. Евразийская хроника, 1927 год, страница 12. Конец примечания. Не все здесь представляется логичным, но интересно и заставляет задуматься. Читать евразийцев в оригинале, а не в многочисленных сейчас изложениях их взглядов, всегда интересно и поучительно. Идет вроде бы спокойный, сугубо теоретический текст, и вдруг какое-то озарение, пророческий взгляд в будущее. Главный специалист, так сказать,
евразийцев по правовым и экономическим вопросам Алексеев считал, что будущее евразийское правительство возьмет на себя великую русскую миссию, миссию социальной справедливости и правды во всем сознании ответственности этой задачи и трудности ее осуществления. Во имя этого идеала оно объявит себя правительством тех народов, которые признали эти идеалы и объединились в союз для защиты угнетенных и эксплуатируемых. Таким образом, сохранится основа Федерации народов России, их общее стремление к социальной правде. Примечание. Алексеев. Советский федерализм. Евразийский временник. 1927 год. Книга 5. Страница 257. Конец примечания. Алексеев отбрасывает известный лозунг самоопределения национальностей, поскольку он, как это показал опыт, менее всего несет с собой мир и покой. Напротив, разъединяет и таит в себе глубокую и опасную стихию разложения и вражды. Увлеченные этим лозунгом народы, пишет Алексеев, как в каком-то бреду уничтожают истинные устои своего экономического существования, ставят себя в явно невыгодное положение и не считаются со своими реальными интересами. Примечание. Алексеев. Советский федерализм. Евразийский временник. 1927 год. Книга 5. Страницы 257-258. Конец примечания. Видимо, позиция евразийцев по вопросу федерализма была реальнее нашей. Не менее удивительна их экономическая позиция. Евразийцы выступали за регулируемую экономику, а Савицкий писал о планово-государственно-частной системе хозяйства. На исходе евразийства в 1928 году он говорил об установке на государственно-частную систему хозяйства, которая наметилась в развитии евразийства. Примечание. Савицкий. Газета «Евразия» не есть евразийский орган. Прага, 1928 год, страница 8. Евразийцы задумывались и о месте будущей России в мире. Савицкий указывал на то, что мысль о мировом признании России восходит к XV веку. Принимая различные формы, она сохранялась и в последующие века. В XIX веке эта мысль получила новое развитие в русской философской и исторической литературе. Царская Москва и императорская Россия, подходя к осуществлению русского мирового призвания, проводили его методами и в формах национального государства. Даже в коммунизме, помимо воли вождей и наперекор их решениям, присутствует, хотя в искаженном и обезображенном виде, мысль о русском мировом призвании. Примечательно, по мнению Савицкого, то, что при коммунизме она выступила в размахах, да то ли неслыханных. Он не сомневался, что коммунизм проходит и пройдет, но возрожденная национальная Россия должна в полной мере сохранить то мировое чувство, которое в извращенной форме запечатлено в коммунизме. Россия предопределена к действию вселенскому. Лейтмотив рассуждений на эту тему главного геополитика евразийцев. Примечание. Савицкий. Подданство идеи. Евразийский временник. Книга 3. Берлин. 1923 год. Страница 12, страницы 13-14. Конец примечания. На Международном съезде историков в 1933 году Савицкий высказал мысль, актуальную для всей послеперестроечной России.
связи с Азией не менее существенны в русской истории, чем связи с Европой. Поэтому главный евразиец считал необходимым пересмотр русских внешних сношений в духе большего выпячивания роли Востока. Примечание. Г.А. Российской Федерации, фонд 5783, Савицкий, опись 1, единица хранения 28. Конец примечания. Подобную мысль высказывал и наименее политизированный из ведущей тройки, боявшийся политики по его собственному признанию, Трубецкой. Отныне интересы России неразрывно связаны с интересами Турции, Персии, Афганистана, Индии, быть может, Китая и других стран Азии. Так называемая азиатская ориентация становится единственно возможной для настоящего русского националиста. Примечание. Трубецкой. Русская проблема. На путях. Книга 2. Берлин. 1922 год. Страница 306. Конец примечания. Сколько лет после 1991 года потребовалось на осознание, частичное, отнюдь не кардинальное и глубокое, этой идеи? Не читали новоявленные политики и дипломаты России того, что было под рукой, даже уже и не в спецхранах. Сейчас, конечно, можно поиронизировать и над этой правдой ответов. Ясное дело, она была лишь голубой мечтой лучшей части русской эмиграции об идеале. А что будет, если вдруг сама собой падет, посыплется эта ненавистная власть? Мечтой, далекой от суровых реалий России 20-30-х годов. Эту условность, эту страшную удаленность от реальности почувствовали вскоре, особенно в конце 30-х годов, все евразийцы, и раньше других Трубецкой, живший последние годы в Вене, где он работал профессором славистики в университете. После аншлюса Австрии Трубецкой подвергся притеснениям со стороны гестапо. В его квартире проводились неоднократные и весьма грубые обыски. Значительная часть его рукописей была изъята и впоследствии уничтожена. Примечание. Русский узел евразийца. Москва. Беловодье. 1997 год. Страница 97. Конец примечания. Это повлекло за собой инфаркт и смерть, последовавшую 25 июля 1938 года. Ему было всего 48 лет. Вдова ученого, Трубецкая, вспоминала: новый режим принес ему большие личные заботы. Он никогда не скрывал своего антинационал-социалистического направления мыслей и даже написал статью о расовом вопросе, где подверг расовую теорию уничтожающей критике. В случае выздоровления эмиграция представлялась ему единственным выходом. Примечание. Топоров. Трубецкой, ученый, мыслитель, человек. К столетию со дня рождения. Советское славяноведение. 1991 год. Номер 1. Страница 98. Конец примечания. Глава 6. 5. Кризис евразийства и судьба Савицкого. Эпиграф. Белые знают теперь, что в нынешней русской армии, какой белые считают Красную армию, много крепких русских людей, глубоко любящих свою родину. Этим красным со своей стороны надо понять, что среди белых немало людей, близких им по духу. Антипов. Тяжелой оказалась и судьба Савицкого. Судьба лидера всегда связана с судьбой движения, а оно угасало. И все-таки главная опасность была не в этом.
Последний из евразийских сборников вышел в 1931 году. Евразийская хроника продержалась дольше, до 1937 года. Но с 1931 года ее вышло всего 2 номера. Это была уже, что называется, жизнь после смерти. Из движения ушел Флоровский, один из его создателей, философ, историк церкви, богослов. Афера Трест скомпрометировала движение, но корни кризиса были куда глубже. Причины неудач были идейного порядка, а внедрение большевистских агентов лишь ускорило этот процесс. Примечание. Савкин, Козловский, Евразийское будущее России. Ступени, 1992 год, номер 2, страница 105. Конец примечания. В 1928 году в Париже начала выходить еженедельная газета «Евразия», но это было лишь внешним успехом движения. На самом же деле детонатором распада. Газета печаталась в Кламаре, Франция, где находилась типография и книжный склад евразийцев. Там сформировалось леворадикальное крыло евразийцев «Кламарский уклон», которое возглавили Святополк Мирский и Сувчинский. Практическая сторона этого так называемого «уклона» сводилась к сближению с представителями Советской России, дипломатами, учеными, писателями. Примечание. Казнина. Святополк Мирский и Евразийское движение. Начало. 1992 год. Номер 4. Страницы 84-85. Конец примечания. Савицкий отказался признать эту группу даже в виде уклона или раскола. Он называл ее «салонный коммунизм». В своем пражском издании Савицкий писал, что газета «Евразия» не есть евразийский орган, что апология марксизма, проводимая газетой, делает религиозное начало реликтом или остатком, что газете чуждо представление об евразийстве как о цельной и в основных чертах последовательной системе. Во многих случаях газета «Евразия», по словам Савицкого, могла бы по праву называться анти-евразией. Примечание. Савицкий. Газета «Евразия» не есть евразийский орган. Прага, 1928 год, страницы 3-9. Конец примечания. Это стало расколом движения. Но раскол предстоял и самой так называемой Кламарской группе. Сувчинский стал троцкистом. Святополк Мирский вступил в Компартию Англии и затем уехал в Советскую Россию, а Эфрон поступил на службу в советскую разведку. Примечание. Святополк Мирский, опекаемый Горьким, оказался в тяжелом положении после смерти писателя. В 1937 году он был объявлен троцкистом и арестован. Погиб в лагере под Магаданом в 1939 году. Казнина. Святополк Мирский и Евразийское движение. Начало. 1992 год. Номер 4. Страницы 86-87. Конец примечания. Корсавин отошел от дел. Тем не менее, большевизанство некоторых евразийцев, как считал Гумилев, нельзя объяснить какими-либо личными выгодами или подкупом ГПУ. Примечание. Гумилев. Трубецкой и евразийство. Предисловие к книге Трубецкой «История, культура, язык». Москва. 1995 год. Страница 24. Конец примечания. В 1930 году в Кламаре был подписан протокол о ликвидации организации.
Однако это не стало окончательным поражением евразийства, тем более его идейным крахом, а лишь началом анабиоза, о котором говорил Ильин. События в Советском Союзе, казалось бы, лишали евразийства всяких шансов на будущее. Строй укреплялся, а не разваливался, экономические успехи страны были очевидны, а репрессии 30-х годов неоднозначно приняты даже элитой западной интеллигенции. Все это подтверждало некоторые ключевые и конструктивные положения евразийства. Сильная государственность, однопартийность, правда, отнюдь не та идиократия, о которой они мечтали, но диктатура партии, полная доминация государственной собственности и планового начала и, наконец, самое важное – медленный, но неуклонный возврат к традиционным ценностям русской державности, возвращение России на естественный путь развития, ее геополитическая линия. Трубецкой еще в 1925 году писал: «Несмотря на всю искусственность доктрин коммунизма, большевистскому правительству, тем не менее, силою вещей приходится осуществлять в целом ряде вопросов ту политику, которая является для России естественной». Примечание. Трубецкой. История, культура, язык. Москва. 1995 год. Страница 343. Конец примечания. Реноме лидера евразийства Петра Савицкого давно переросло рамки, так сказать, внутриэмигрантского. Оно становилось европейским. В 1938-1939 годах по заказу парижского издателя Фондаминского он начал работать над книгой «Основы геополитики России». Увы, закончить ее не удалось. Началась война, затронувшая Чехословакию раньше, чем другие страны. О жизни в немецкой оккупации от самого Савицкого известно крайне немного. «Немцы меня репрессировали», — вспоминал ученый, но я остался тогда жив. Меня спасло то, что я фон Завицкий, с 2 печатными генеалогиями на 300 лет в пражских библиотеках, и еще то, что повсюду мои ученики по немецкому университету в Праге. А даже немцы не любят расстреливать или вешать своих учителей. Примечание. Из письма Льву Николаевичу Гумилеву от 22 апреля 1967 года. Конец примечания. Необходимо заметить, что в немецком университете до оккупации он так подавал материал, так заинтересовывал Россию, что она начинала казаться совершенно другой страной, вопреки всему, что о ней обычно говорили. Примечание. То, что вспоминается из семейных воспоминаний Андреева, 1908-1982 год, том 2, Таллин, 1996 год, страница 112, конец примечания. Пришли немцы, и наступил период неопределенности. У Савицкого в университете были по-прежнему все советские издания, включая газеты. Работал, что называется, пакт Молотова-Риббентропа. Но когда началась война с Советским Союзом, декан Газеман вызвал Савицкого и сказал: «Пожалуйста, подайте рапорт, что вы просите отчислить вас от преподавания по личным мотивам». Чешские протекторатские власти пытались его выручить, назначив директором русской гимназии. И это спасало. На его иждивении была жена, 2 сына, мать и отец. Спасало, но временно. Не мог Савицкий отказаться от своих убеждений, что стоило ему директорского поста. Сотрудничавший с немцами барон Меллер-Закомельский, новый, так сказать, идеолог, присланный из Берлина, предложил ему написать резкую статью против советских экономистов и руководителей народного хозяйства, к тому же с антисемитским уклоном. Савицкий ответил достойно: «Вы забываете, что я лидер евразийцев,
и не изменил точку зрения на евразийство. Ваша программа неприемлема для меня. Она направлена не на пользу России как евразийского целого, но против нее, да еще с позиции державы, которая ведет войну с Советским Союзом, а тем самым и с Евразией. На что так называемый идеолог сказал: «Ваше счастье, что я ваш поклонник, иначе моей обязанностью было бы довести до сведения моих немецких друзей ваши взгляды, совершенно нетерпимые во время борьбы коммунизма и национал-социализма». Примечание. То, что вспоминается из семейных воспоминаний Андреева, 1908-1982 годы, том 2, Таллин, 1996 год, страницы 113-114, конец примечания. Через 2,5 месяца Савицкий был уволен с поста директора гимназии. До конца оккупации оставалось еще 1,5 года, и все-таки самым мрачным временем были для него тяжелые дни июня-ноября 1941 года, когда решался вопрос о самом существовании России. Об этих днях он вспоминал не раз и даже написал стихотворение «Весть о Москве», 1941 год. Июнь, ноябрь. В безмолвии стынет Прага. Влачу в страданиях бремя дел и дней, а вести с родины, средь ликований вражьих, одна другой тревожней и страшней. Казалось мне, не выдержу я горя. Бледнел, худел, не спал, ослабевал. Пришел декабрь, и вдруг в родном просторе призыв к борьбе и жизни зазвучал. Победа русская и бегство стаи хищной, ответ врагу Москва моя дала. Весть о Москве средь Праги неподвижной меня в декабрьский день воздвигла и спасла. По словам Савицкого из письма его к Л.Н., с июня по начало декабря 1941 года он сбавил в весе 20 килограммов, с 80 до 60 килограммов при росте в 180 сантиметров. Примечание. Из письма к Льву Николаевичу Гумилеву от 22 апреля 1967 года. Конец примечания. В мрачном 1941 Савицкий был возвращен к жизни той самой армией, приход которой в 1945 означал для него лагерь. Но стихи он написал уже в лагере, а значит победа, пусть и со слезами на глазах, была для него все-таки чем-то большим. Это наша вина, не такая, как перед некими диссидентами в СССР, а куда большая. Годы, проведенные в лагере, были очень тяжелыми. Но для рассказа о них и о последующей жизни Савицкого необходимо написать особую книгу. Здесь я позволю себе сказать несколько слов о самом загадочном эпизоде тайной поездки Савицкого в СССР в 1926 или 1927 году. Мне казалось, что все это не более чем предположения мемуаристов, красивые и завлекательные. Ответ на этот вопрос можно получить лишь в архивах ФСБ, куда я и обратился. Ответ из Центрального архива ФСБ пришел в сентябре 1997 года, всего через пару месяцев после моего запроса. Ответ любезный и подробнейший. Кое-чего в биографии Савицкого не знали ни я, ни его биограф Дугин. Это касалось в основном мелочей. Но самое главное, упомянутая легендарная поездка на самом деле была. Цитирую присланный мне ответ. Арестован 21 мая 1945 года Управлением военной контрразведки СМЕРШ Первого Украинского фронта. В ходе следствия Савицкий П.Н. заявил, что в конце января 1927 года нелегально ездил в Москву
где связался с антисоветской организацией «Трест». Задача моя в этой поездке заключалась в том, чтобы связаться с группой евразийцев в Москве и выработке совместного плана борьбы с советской властью. Допрос от 15 июня 1945 года. А далее Темлак, станция Потьма. В 1955 году был освобожден, реабилитирован в 1989 году.